Дюзава. Восьмая нота «Любовь». Это художественно-документальная повесть не об одной человеческой судьбе. Книга посвящена заслуженному коллективу Республики Молдова, гагаузскому национальному ансамблю песни и танца «Дюз-Ава». Созданная в режиме реального времени, она рассказывает о рождении и становлении коллектива, его творческих взлетах и испытаниях, а также о влиянии ансамбля на развитие культуры, музыки и целой эпохи. Для автора эта работа стала не просто профессиональным проектом, а глубоко личной историей. Ничего труднее я не писала, честно. Я в журналистике очень много лет. Но первая книга, она, на мой взгляд, большой национальный код культуры гагаузского народа, гагаузской традиции, гагаузского края и нашей гагаузской изюминки, гагаузской гордости ансамбля песни и танца «Дюзава». Вот ребенок мой, вот мой труд. Он у вас в руках. Я буду вам всем очень признательна, если вы отнесетесь к этой книге с любовью, как она написана, и с любовью, к чему она посвящена. Сегодня Дюзава – это не просто ансамбль, а визитная карточка региона и национальная гордость. О пути длиною в 55 лет и о том, чем живет коллектив сегодня, рассказывает его художественный руководитель. 55 лет коллективу мы встретили с уверенной поступью, уверенной осанкой, уверенностью в себе. Я горжусь этим коллективом и всегда старалась, чтобы наша творческая среда стала культурной, стала достойной. Очень много делала, делаю и буду делать, чтобы стереть существующие стереотипы о людях культуры. За каждым успехом Дюзава стоит большая ответственность и преемственность поколений. О своем пути в коллективе и осознании этой миссии рассказывает хореограф ансамбля. В момент, когда я пришел руководить танцевальным составом, я про себя говорю, не до конца понимаешь, что ответственность и куда ты попал. И именно лишь со временем, когда ты работаешь, в момент, вот такие моменты написания книги, воспоминаний, вот это чувство ответственности, оно становится еще большим, и ты понимаешь, что ты должен продолжить это правильно, потому что очень многие люди отдали всю свою жизнь ради того, чтобы это все жило. И ты не имеешь права не продолжить это. Работа над книгой потребовала не только вдохновения, но и серьезного исследовательского труда. О масштабе проделанной работы и ее значении говорит писатель, поэт и исследователь гагаузской культуры Тодор Занет. Ben duydum sen bu kağıdı hazırlayasın. Anladım niye dalıyorsun sen ne diyenliklere. Hiç saklanmayayım ben hep düşünürdüm. Çıkacağım sen bunun içinde. Çıkacağım mı evet. Lazım yüzlerle insanla buluşma. Lazım sesleme. Lazım onları söyletme. Lazım yeleme ne söyle. Ve onları koymaya öyle bu kağıda hani olsun güzel ve biz utanmayalım. Bu киртан biz utanmayız Дюзавадан. Выход книги о Дюзава многие называют не просто литературным событием, а важной вехой для всей автономии. О значении издания для культуры региона – мнение историка. Действительно, сегодня мои коллеги говорят о том, что это событие является знаковым для всей нашей Гагаузии, всей нашей культуры. Нет в мире бескультурных народов. Каждый народ по-своему уникален. И вот издание, которое мы держим в руках, как сказал Тодор, теплое, оно является еще одним доказательством того, что наш народ очень талантливый. После презентации книги своими впечатлениями поделились приглашенные гости, представители науки, культуры и общественной жизни региона. В их словах оценка масштабного труда автора и признание значения Дюзава для всей Гагаузии. Любое издание для небольшого народа – это
Это просто замечательно. Это памятник той теме, которая представляется. Но Дюзова – это сам памятник. И этому памятнику, новый памятник воздвигла Анна Харлампиевна. Это замечательно. Такой огромный труд сделан. Управление культуры, они проделали то, что, в принципе, сложно даже представить, какой-то неимоверный труд. Наши поздравления и Анне Харлампиевне, и Дюзове, и всем, кто имеет отношение к этой книге. Мы получили сегодня такой бренд, книгу, которая, я уверен, что все наши примарии, все наши чиновники, члены исполкома, депутаты, выезжая за границу, всегда при себе будут иметь такую книгу для того, чтобы подарить, в тех странах, где они будут находиться. Это даст возможность, чтобы нашу Дюзову знали не только Гагаузии, не только республики, а во всем мире. Поэтому я считаю, что очень правильно управление культуры заказало такую книгу. Она важна, в принципе, и для самой Гагаузии, потому что я думаю, что она появится во всех библиотеках, во всех примариях, и все учебные заведения, естественно, чтобы узнать историю нашей культуры. Очень и очень впечатляет все. Такое воодушевление, потому что Дюзова – это бренд. Харламенко у нас тоже бренд, поэтому получила массу удовольствия. Хорошо, что попала на эту презентацию. Надеюсь, что достанется и книга, потому что очень хорошее оформление. Отдел культуры и искусств поработал тоже хорошо. В общем, Дюзова forever. На самом деле это очень важно. Важно почему? Потому что это основа гагаузского народа. Это камень, фундамент гагаузского народа. Это, дай Бог здоровья автору. Она сделала большой, замечательный труд, потому что на самом деле, что культура – это есть народ. А нет культуры, нет языка, нет народа. Так что я низкий поклон и всех с праздником. В завершении презентации мы задали автору, пожалуй, самый личный вопрос. Что оказалось сложнее – написать книгу за 9 месяцев или представить ее сегодня публике? Сложнее было найти правду, которую сегодня многие почему-то хотят изменить. Сложнее было восстановить ту историю, которая прошла, и ту жизнь, и деятельность, творчество, которую прошла Дюзова за эти 55 лет. Но мне очень повезло судьбой, что я знала Семена Васильевича. Мне очень повезло, что я дружу с Татьяной Ивановной Щеголевой. Мне очень повезло, что многие в коллективе мои давние друзья молодости, поэтому и библиотека хранит очень много, и архивы очень много материалов, и мне шаг за шагом, крупица за крупицей удалось восстановить эту историю, эту правду. Вот это было очень непросто, и это отнимало время, нервы, здоровье, но я очень хотела, чтобы эта книга появилась, я понимала, что она очень нужна Дюзове, Семену Пометко, Татьяне Щеголевой, всему коллективу, Виктору Градинару. Я их бесконечно уважаю, ценю, люблю, и я счастлива, что мне удалось в жизни начать именно с них свою писательскую деятельность, которая не будет останавливаться на этом. Я намерена сделать очень много еще. Книга «Дюзова. 8-я нота. Любовь» стала не просто летописью ансамбля, а живым свидетельством эпохи, труда и преданности искусству. История Дюзова продолжается на сцене, в сердцах зрителей и теперь уже на страницах книги. И если любовь действительно можно назвать 8-й нотой, то именно она вот уже 55 лет звучит в унисон с именем легендарного ансамбля.